Людмила, ну расскажите, что же все-таки такое мобильный сад? Вот не все знают. Не все знают, правильно. Мгм. Я очень хотела бы рассказать, и чтобы знали, что такое мобильный сад, Юль. Это тот сад, на котором можно варьировать каждый год. В нашем случае очень все просто. Здесь, где мы сейчас с вами стоим, это 6 соток зона отдыха. И когда мы решили избавиться от травы, абсолютно от травы избавиться, потому что это дача, это не частный дом, газон это очень красиво, но все-таки это накладно. Это во всех отношениях, физически, материально и так далее. Дачный вариант нам позволил решить этот вопрос. Мы просто затрамбовали, просто, можно сказать, оставили под песочком кельдямским всю нашу землю. Здесь находится, значит, песок кельдямский. Мы просто его утрамбовали. Где-то, наверное, высотой 20-15 сантиметров. И стала площадка просто пустая, с нашими деревьями. И мы решили заказать стальные деревья, которые сейчас вы увидите, посадить в них кашпо, цветы, в строительные тазы, которых вы не увидите на съемках. Это закрыто все цветами. И в итоге мы можем передвигать на песочке все, что мы поставили. Деревья, вазоны. И это будет менять всегда картинку. Не мало того, что мы сорта меняем, а меняем картинку. Те же качели. Все можем передвигать, и будет все очень красиво. То есть не привязан сад к земле, на И песочке все. все будет смотреться по-новому. По-новому, да. Да. И цвет, картинку формирует сам художник. Да, Сама это Людмила. полотно, на котором рисуется все, что вы сейчас видите. Давайте покажем вот чудо ваше дерево. Действительно, дерево, я стою возле дерева, но это колиусное дерево, Юль. Колиусное. Оно состоит из 7 ведер по 10 литров. Стоит на красивой ножке стальной. Заказала я ее, увидела в интернете. И наши замечательные мастера сжитая сделали. Смотрите, она крутится. Ух ты! Юля, посмотрите. Здорово, это чудо. Это тоже считается мобильность, потому что я могу повернуть сегодня в лицевую часть сада одну картинку, потому что колиусы все разные. И что хочу сказать вам, что в каждом ведре особенный грунт, и в грунте сидят от 3 до 5 колиусов в 10 литрах. Но так как колиус свойство расти вверх, и эти бы черные ведра, которые я купила, вот они, черные ведерки, а их было бы видно, а мне этого не хотелось, и я еще и осмелела и посадила цветочки, которые закрывают ведро. Вы не видите, правда? Да. Вот. Это лобели, как это здорово. флоксы, это та же коллизия, о которой сейчас мы говорили о вьющемся растении. Смотрите, как это красиво. А вот эти вот кто это? Это калибрахоа, А, и тоже все лето цветут. лобели. Лобели. А вот эти вот Это флокс. флоксы. Да вы Красота. посмотрите, какая красота. Красота. Юля, это еще не одно дерево, у нас 2 дерева. Это симметрия, то есть нашего сада. Конечно же, еще одно дерево крутящееся. Вот посмотрите, как красиво. Здесь немножко другие сорта колиусов. Вот. Тоже крутится. Смотрите, здесь и также калибрахоа. Калибрахоа. Правильно. Смотрите, какая красота. Здесь тоже юбочки, которые позволяют не видеть ведра. Видите? Но мы дальше смотрим. Смотрите, какая красота. Вот этот мы назвали его просто среди девушек, садоводов, назвали его дракончик. Это первый мой колиус 3 года назад. Это первенец. Смотрите, как это красиво. Смотрите, какой огонь. Это очень красиво. Дерево не меняет формы, не вянет на протяжении всего лета. Просто радует, разрастается и все. Смотрите, мобильный сад у нас, вся фишка в том, что можно любой, ну, скажем, вазон, да, газон, газонов у нас нет, любой вазон можно перенести куда-нибудь, Да. ну, куда вам захочется, в общем. Это у нас кто? Это коллизия. Алданская коллизия. Ну, не в смысле Ну, с того, Алдана, что... да, меня познакомила Галя с коллизией. Просто ваша Да. коллега Коллега, да. по цветоводству. Наставник.
И теперь коллизии очень много девочки выращивают под нашим руководством, под моим. Красота, прям такой шарик-шарик. Просто Сам себя прелесть. формирует, представляете, сам себя. Вот это да. 3 литра, посажено 200 литров грунт, маленькая такая шапочка была коллизии, и за лето вот такая красота. Ой, как красиво. Давайте я расскажу вам про Так. седум. Тоже приехал ко мне с Алдана от Гали. Гали, спасибо огромное, что она просто открыла для меня много растений. Хочу сказать, что седум тоже неприхотливый, абсолютно. Знаете, что вот сейчас камера снимает? Здесь толщина песка 20 сантиметров. Как же его посадить? Я вырыла до земли в виде ведерка, диаметром может сантиметров 20. Поставила стаканчик, пол-литра с пушочком седума. 2 стаканчика, и вот такая красота разрослась сама по себе. Представляете, друзья дорогие, Это просто удивительно. В воду спускается, он ничего не боится, он не вянет. Он требует воды, ну буквально просто полив и все. Я сама удивилась, что он прям прицепляется к песку. кстати, очень жизнелюбивое, Жизнелюбивое такое очень и растение. совершенно неприхотливое растение, оказывается. Да. Вот этот седум отчиток. У них там тоже бывают разновидности. Да, бывает. Одни какие-то Много очень кустовые разновидностей. такие вот, Да. а эти стелющиеся. И вот эти стелющиеся, это как раз вот они как бы, ну, могут пригодиться в дизайне вот ландшафт, да, Ландшафт, создать абсолютно определенный. правильно. Подчеркнуть, Вот, что Нургун, возьмите камеры, смотрите, вот дерево сидит, а чтобы не видеть стальные ножки, здесь сидит седум, и как будто травка. И посмотрите, седум как поднялся, да, здесь? Да, он здесь в тени поднимается Здесь в рост. поднимается Здесь просто. стелится, да. Мгм. То есть это тоже надо учить. Да. Ой, а вот он такой колючий, такой интересный. Я подумала, что он какой-то искусственный. А на самом деле на самом натуральный. деле, Натуральный. Как называется? Дорогие такая зрители, хочу рассказать, он тоже новичок нашего сада, практически Такой. очень много нового. Пышный. Это подарок от Марины, тоже очень замечательного садовода. Это пампасная трава. Посадила я в стаканчике пол-литра, тоже также раскопала песочек, добавила смокот любимый, и вот оно вуаля. За лето он должен показать пампасную свою цветонос. Это как будто, знаешь, такая пушистая, длинная цветонос. Он будет либо белый, либо розовый, либо голубой. То Ждем. есть, смотрите, да, сегодня у нас 3 сентября. Будем надеяться. А где он должен зацвести? В Внизу? центре прямо должен Прям в выйти. центре, да? Но это многолетник, Юля. Угу. Я тоже отношусь к цветоводам, То есть, которые получается, испытывают, и да. будет оставаться здесь. Прям здесь? Да, прямо здесь. Зимовать. Вы его Прямо здесь. прикроете как-то, Да, видимо, да, да. Мгм. Обрежу и прикрою. Так что это эксперимент. Это Возможно, эксперимент. мы приедем на следующий год и узнаем, как же он Как же цветет. зацвел. Да, да, да. Обязательно фотографии сделайте. Да. Смотрите, как играет его один листочек с фонтанчика. Смотрите, он Ой, играет, какая прелесть. играет. Ага. Буквально на днях вот так вырос и стал играть. А так не делал. Не, они делают все лето, ну буквально недавно. вытянулся, значит. Пьет водичку. Вот. Вы у нас прямо в окружении колюсов. Композиции, да, ярко-зеленые с бордовым, а здесь вообще разные-разные, и коричневые, и вот бордовый какой, посмотрите, красивый. А тут как будто зеленой кирпичный, да? окоемкой. Да. Как будто песок такой коричневый. Это Это батат, вьющееся растение. Это тоже батат, это это батат. не колюс, Это не колюс, да. Смотрите, а вот смотрите, какой еще сидит красивый. Это тоже Это колюс. Ой, боже мой, это значит в 20 литрах у вас, да, ну, емкость. И здесь у вас уместилось Здесь 10 литров. 10 литров. Раз, Смотрите, раз, два, три и батат. Четыре растения. 4 растения. Вот это И себя да. чувствуют прекрасно. Прекрасно, да. И смотрите, какой вид шикарный. Просто И все шикарный. лето, Юля, абсолютно не вянет. Мобильный сад заключается в том, что вы будете на любой плоскости, вот как у нас в частности, то есть не возиться с травой, абсолютно не терять на это время, а просто на вот таком покрытии переставлять любой вазон. Вы сейчас видите колиусы в 10 литрах. Раз, два, три и еще батат. Представляете? И эта шапка целое лето меня радует вместе с моими родными. Это просто великолепие какое-то. Людмила, а какова агротехника выращивания колюсов?
Да, хочу рассказать, подсказать садоводам, которые только начнут это делать. Абсолютно все просто, дорогие уважаемые зрители. Все просто. Грунт готовится, можно сказать, один к одному. Я его часто рассказываю своим девочкам, начинающим. Я просто говорю, допустим, один к одному. Часть агробалта, любимый агробалт. Наконец он пришел в наш сад. Он сейчас здесь существует, и он будет, конечно, из года в год приносить пользу, он не исчезает. Это верховой торф, который именно обладает микро-макроэлементами синего цвета, именно мешки. Здесь агробалт, здесь земля наша пушистая, здесь перегной, все в равных частях. Здесь перлит и, конечно же, любимый осмокот. Это то удобрение пролонгированное, которое во всем нашем саду дает право на протяжении всего лета питать каждый цветочек. Полностью одинаковый грунт для всех цветов. А перлит для того, чтобы все-таки свойства торфа спрессовываться, а перлит дает дыхание корням. Ну, а перелив, конечно, тоже он не очень любит. Просто нужно обычно, говорю простым языком, у вас ручки есть, потрогали, если слишком влажно, не поливайте. Он не любит перелива. А вот не дополив, вы его почувствуете, он обязательно свистнут его листики, он просит водички, он сам вам покажет. А перелив все-таки вы должны определять. Перелива он не любит. Мы готовы показать мастер-класс, вернее, вот наша Людмила, как же рассаживается, да, как укореняются колеса. Но это сложно? Это очень легко. Да. Да, хочу показать. Как раз у нас уже сейчас наступила пора черенкования. Что это такое? Как вообще живет колеус? Смотрите, вы же видели большие очень колеусы, они, конечно, со мной не поедут. Я делаю черенки. Да, черенки я делаю и просто ставлю в воду. Образуются корни, желательно побольше дождаться. Это через неделю точно вас водичка покажет вам. Стаканчики, вот они. Смотрите, какие корни. Юля. О, Вот их много. да. Они готовы к пересадке. Это зима впереди. Что я делаю? Беру уже укорененный. Как отрезается, чуть позже покажу, как это делать черенок. Вот он уже готовый. Что мы делаем? Сейчас я вам покажу. Это агробалт, грунт чистый агробалт. Для рассады нужен агробалт. Я советую только агробалт. Беспроигрышно вообще грунт. Никакой вашей земли, Юля, никакой земли. Только агробалт, перлит. Что мы делаем? Просто делаем углубление и абсолютно свободно садим, утрамбовываем. Вот, мы укоренили. Чуть-чуть можем добавить агробалта. Он имеет свойство утрамбовываться, поэтому перлит обязательно нужен. И просто поливаем, даем увлажниться грунту. Это агробалт, это торф. Все, ваш черенок готов. Вы можете спокойно дожидаться, он начнет расти, в пазухах начнут появляться новые росточки, что являться будет новой жизнью. И будет расти. Вы можете вот в этом стаканчике пол-литра просто растить всю зиму. Прям вот в этом И агробалте? не будет он просить больше земли. Не надо пересаживать землю? Но если вам есть место, есть желание, вы можете пересадить, но он не погибнет всю зиму. То вот есть в этом в землю стаканчике. можно пересадить уже, да? Землю не садим. Не садим. То есть пользуемся Мешаем только агробалтом? Да, только агробалтом. Если на постоянное место, мы мешаем А грунт. там это чистый торф или там есть земля? И... Нет, это чистый торф. Почему я скажу? Потому что все садоводы... Очень богат различными микроэлементами. Микро-макроэлементами, то в них, в этом грунте есть добавка для питания любого абсолютно растения, в частности, колеуса. Он будет питать, но в течение зимы, конечно, вы будете раз в 2 недели подпитывать любым жидким удобрением. Конечно, он требует кормления. Но в данном периоде... Что вы посоветуете, вот чем можно подкармливать? НРК, главное, чтобы было равно азот, фосфор и калий в равных частях. Всегда есть маркировка на любом удобрении, допустим, 20-20-20. Азота 20, также и фосфора, и также калия. Любое удобрение с любым названием с равным частями азота, фосфора и калия. Разводите строго по инструкции, это важно очень. И поливайте на влажный грунт.
и все. Но под лампами, вот я забыла Юле сказать, Обязательно он держать растет под лампами. Если без ламп, он будет от того, что зима, он будет вытягиваться, междуузле будет длинный и некрасивое растение. И нужны лампы, конечно, вот в этом плане, да, это лампы. А его нужно как-то прищипывать, нет? Нет, со временем, прищипывать нет? не нужно, только если когда будет появляться именно цветонос, его нужно прищипнуть и все. Есть такое, да, есть, кстати, да, вы правы, абсолютно. Есть тянущиеся колеса, которые очень высокорослые, есть низкорослые, это вегетативные. Если вы видите, что он сильно вытягивается, макушку прижмите, прямо отщипните, и в междуузле пойдет пышность. Ну, то есть Он сам себе пойдет покажет вам, да, в покажет. этот бок, в другой Да. бок и вокруг, в общем. Да. Здорово. Пышность. Второй способ. Вот смотрите, просто отрезаю, держите пока. Ну, возьмем несколько видов. Вот давайте еще вот этот возьмем. Угу. Держите. Ух ты! И еще один. Друзья дорогие, да? Оказывается, у колиуса, у него вот смотрите, Да, квадратный смотрите, ствол. вот этот ствол, он квадратный, оказывается. Вообще прям настоящий квадрат. Смотрите-ка. Я думала, ну как-то там, как-то, вот что пишут, да, но оказывается правда. Вот, Да. квадратный. Смотрите, Первый раз абсолютно вижу. без корней. Ну, я так делаю под 45 градусов, делаю срез. Так. Просто вставляю, вот давайте вот этой штучкой. Сразу прям Прямо вставляем и сразу всё. влажный грунт. То есть никаких корней. А там ни песка, ничего внизу? Нет, только агробалт. Вермикулит и перлит. Ага, то есть Убираем нижние листики, они нам не нужны. Снова делаем отверстие на расстоянии. Просто вставляем. Вот. Утрамбовываем. Утрамбовываем. Ух Вот тут ты. даже уже, смотрите, в пазухах, видите, тоже можем оставить. Это будет очень даже хорошо. Ой, какая Вставляем. прелесть. Вот такой лимон, я очень обожаю его. какой он Вот эти красивый. лишние листья, они убирают, потому что он силу забирает листик. Вот так. Снова сюда, смотрите, делаем дырочку. На расстоянии, видите, все просто. Смотря какая у вас тепличка. Вот у меня такая. Все, вы посадили. Закрываем, дорогие друзья. Такая мини-тепличка получилась. И ставим под лампу. И все. Когда вы поймете, даже будет понятно, вы даже можете дернуть и будет держать грунт. Вы просто берете подкап, прям все в корнях, и садите уже туда, куда вы хотите. В То любой есть вазон. в отдельный горшочек, В отдельный допустим, вазон, да. Каждый, например, каждый вид. Да. Ух ты, Все, красота. вот такой вот. Ну вот еще один способ, хочу сказать еще раз про грунт, Юля. Грунт очень особенный для черенков, не для постоянного места растения, которое вот мы высаживаем, а в маленькой емкости для маленьких черенков. Еще раз говорю, агробалт. Перлит он создает воздушность, дает дышать корням, но вермикулит создает влагу, так как сдерживает влагу, которая необходима, потому что именно агробалт, он торф, и он пересыхает очень быстро. Моментально. Да, поэтому нам нужны такие вещества. Удобрения никакого не добавляем. Вот, допустим, я взяла вазончик, он 4 литра. Беру уже с корнями, просто сажу вот так, быстренько садим. 3 вида абсолютно разных на зиму, домой повезу. И будет у меня красота. Можно одинаковые посадить. Всю зиму, да? Да, всю зиму. И все это нужно посадить под лампу, дорогие Под друзья. лампу обязательно. Хотя бы лампа должна... А на ночь-то можно выключать? Да, на ночь можно Надо выключать, выключать. конечно. Ну, хотя бы сэкономить на этом. Да. Да. Вот Потому примерно что так. электроэнергия- Немножко добавить можно земли. Не земли, это верховой торф, это не земля. А, это уже верховой торф. Да. А сам вот Агробалт. этот агробалт, это нижний торф, да? Нет, верховой. Тоже верховой. Мгм. Ну, то есть там есть такие нюансы. Вот Да, нижний да. торф, он более богатый, более минералами Да. там и так далее. Верховой менее, так Вот сказать. и все, и полили. Все-таки он полегче. Да. Это очень легко расти растению в агробалте. Я никогда не думала, что так влияет грунт на развитие растения. А он влияет. Вот, пожалуйста, у вас 3 будет на зиму. Дорогие друзья, сегодня мы, конечно же, не обойдем тему, как же посадить нам коллизию и как посадить седум. Наверное, наука тоже такая довольно сложная. Да нет, не сложно, Так. Юлечка. Все очень просто. Смотрите, вы видите коллизию, посажена в литр, сама себя формирует, очень замечательно в этом плане растения. Как оно размножается?
Все очень просто. Берется вот такие росточки, буквально сантиметров по 7. Сколько вам надо? Ну, допустим, мы хотим вот в такую посудину, либо в такую посадить. Смотрите, абсолютно не требующая специального времени для корней. И вы даже не заметите, сколько я отрезала. Смотрите, дальше что мы делаем? Ну, допустим, сделаем мы вот литр 600 у нас. Как это размножается? Без корней, дорогие друзья, абсолютно без корней. Вы можете садить в агробалт. В агробалт это точно. Можем чуть-чуть листики отрывать. Можем садить прямо по 2 в одно углубление. Смотрите, 2. Сажу. Юля, вы видите? Ага. Вот тоже росточек. Можем нижнее убрать. Взять 2. Абсолютно нет таких правил, что одну. Можно вообще кучкой в центре посадить. Очень неприхотливо в этом плане растения. Когда вот так я сделаю, я на зиму это буду делать. Вот. И всю зиму он будет меня радовать. И будет расти абсолютно без корней, без теплички, просто под лампой. Да? Вы можете даже, Юля, принять участие. нужна, да? Но обязательно нужна во всех отношениях. В этом плане, да, дорогие друзья, вот тут я ничего не могу по-иному сказать, как лампа. Ага, спасибо, Юля. И еще кустик сделайте, Давайте. пожалуйста. Вот кустик. 3 можно? Да, 3 Ага, можно. вот как раз 3. То есть углубление буквально идет на 2 сантиметра всего лишь. Ну, прямо стандартного такого нет, прямо, вот прям правил. Вот буквально 2 сантиметра вам позволит укорениться в агробалте. Вот смотрите, Ух ты. вот это будущее, вот такой шар. И это все? И это все. Вот это да. Вот полили агробалт. Тоже следим за температурой, за влажностью. И все, никакой теплички не нужно. Каждый день поливать? Нет. Нет, хорошо. Только по ощущению, что это высохло. Вот даже можно просто горшочек поднять, сухой он прямо легкий, а с водичкой он все-таки тяжеловатый. конечно, Ну и тяжелый. плюс ваше ощущение, ваши Так, пальчика. когда можно понять, что надо уже пересаживать из Да, горшочка? очень просто. Когда он начинает удлиняться, пушиться, и рядом вы хотите, срезайте точно так же, как я сделала сейчас здесь, вверх обрезали, эти отростки посадили вот таким же образом. Здесь будет дальше пушиться. Все очень просто. Примерно это через какое время? Месяц, 2? Ну, я точно не могу сказать. Все зависит от того, как у вас будет расти, правильно ли приготовлен грунт, и начнется ли укоренение. Это все зависит от вас. Это принцип я показала. Основы вы должны агробалт, перлит, вермикулит. Вы должны отрезать небольшие отростки и зажать хорошенечко рукой, выдавить воздух и поставить под лампу. Это вот условие самое первое. Второе растение Да, наше. седум. Да, седум. Это Давайте. тоже Ага. открытие нашего сада. Так, да. Впервые он появился в этом году. Смотрите, камера снимает. Здесь седум растет в 10 литрах в простом кашпо, который вы даже не увидите, какое оно. Буквально вот такой стаканчик я садила в центр. Была шапочка, длинненькие такие росточки. И все, в 10 литров. За лето это это, знаете, это задумка, которой можно просто резать шар, просто обрезать. Он ни обрезки никакой не боится. Делать шарики, Квадратики. делать бонсай такой, да, посадить их в несколько там в 3-литровые. Эти шапочки делать круглыми, и он будет расти, развиваться, и абсолютно обрезки не боится. Но это просто удивительное растение. Смотрите, Так что я что, делаю. друзья, вот представляете, это Это что-то с чем-то, я да, так говорю. так здорово. Так, давайте попробуем показать зрителям, как это делается. Вот, смотрите, я режу краешки. Ой, ну вы так прям чикаете. Это все просто. Прям стрижка. Стрижка вовсю. только начата, Да. Так, как в знаменитом мультике. Ну что, вот так вы режете, так. либо приобретаете такие росточки, как вам повезет, скажем так. Вот, смотрите, что нужно делать. Можно абсолютно не освобождать концы, прямо вот так и садить с иголочками. Вы можете вот так взять кучку, вот так, прямо кучкой. И посадить, да? Да. Ого! Делаем вот так. Просто, Просто. представляете? Опять Просто. в агробалт. Да, в агробалт. Ага. Это будущее, вот И такой шар. утрамбовать, да? Да, Ух утрамбовать. ты! Следующий берем.
Можете на расстоянии, два варианта я делала, и тоже хорошо. Дырочки сделала и по одному посадила, но тоже в одном и том же кашпо. То есть не обязательно И то есть все равно та же шапочка та будет же шапочка сформирована, будет да? абсолютно. Вообще здорово. Ну, конечно, польем обязательно, забыла. Здорово. Польем чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Дорогие друзья, очень рада, что вы побывали на нашей даче. С Юлей увидели наш сад, что очень-очень меня радует. И мы нашей большой семьей. Это не только моя заслуга, это заслуга моего мужа и, конечно же, детей, которые нам помогают. Но садовод великий, это точно могу сказать я, потому что это правда, оно так и есть. Я очень люблю цветы и хочу, чтобы в ваших садах обязательно была красота и обязательно появился тот новый цветочек колюс. Друзья дорогие, ну, последуем за советами Людмилы и попробуем.